Комэнергосбытовая компания и ПАО «Т+» подвели итоги прошедшего отопительного сезона в Коме, а также рассказали о планах на летнюю ремонтную кампанию. Так, в этом году на ремонт, реконструкцию, техническое перевооружение инфраструктурных объектов в регионе будет потрачено более 2 миллиардов рублей. Как это отразится на конечном потребителе энергии, знает Наталья Юрина. На сегодняшний день Коми-филиал Т+ завершил отопительный сезон в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске. В Воркуте и Инте, ввиду погодных условий, он продолжается. Впрочем, уже сейчас энергетики активно готовятся к следующей зиме. В планах на лето ремонт 66 единиц основного оборудования на ТЭЦ и котельных. Одним из главных направлений в работе станет обновление тепловых сетей. В этом году Т+ планирует заменить 650 километров на всей территории своего присутствия. Так, в Коме обновят более 11 тысяч метров сетей. Почти 5 тысяч из них в Ухте, еще 4 тысячи в Сыктывкаре. На это компания выделила почти 439 миллионов рублей. В числе других крупных проектов – завершение газификации Воркутинской ТЭЦ-2. Работы по ТЭЦ-2 движутся по графику. Мы все работы практически завершили и готовы к приему газа. Пока в планах наших и их остается все-таки подача газа начиная с июля, пусть по временной схеме. И окончательно все-таки выход к началу ОЗМ, называем так для себя сентябрь, подача газа уже по нормальной полной схеме. Энергетики отмечают, за этот год платежеспособность населения Коми изменилась не сильно, но все еще далека от нормы. Так, по состоянию на 1 апреля этого года общая задолженность потребителей составила почти 6 миллиардов рублей за тепло и 4 за электроэнергию. Что касается тепла, существует два варианта оплаты. Первый, к которому многие привыкли, это равномерно в течение года. Второй – оплата по факту. На сегодняшний день уже больше 300 домов в Республике Коми выбрали такой способ оплаты. В данном случае оплата производится в течение за конкретный отчетный период непосредственно по фактическим показаниям прибора учета и без каких-либо последующих корректировок. Этот способ еще и удобен тем, что потребитель видит сразу изменения какие-то существенные и может влиять на потребление своего дома. Комэнергосбытовая компания уделяет особое внимание поиску новых форматов общения с клиентом. Ознакомиться с вариантами и выбрать наиболее удобный можно, например, на сайте компании. Здесь же можно получить консультацию специалиста, а также проверить состояние своего лицевого счета, дать показания и оплатить все без комиссии. Все быстро, просто и даже не выходя из дома. Кроме того, компания продолжает реализацию проекта «Умный офис». Цифровые терминалы уже установлены в Воркутинском поселке Северный, Печорском Каджироме и на Нижнем Одессе в Сосногорском районе. Наталья Юрина, Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.